Я пару классов учился в Назране, и потом Мгм. мы переехали во Францию, и я пошел обратно в школу во Францию. Ахмеду 23. Он уехал из Ингушетии во Францию 13 лет назад. Обычный парень, который решил следовать за мечтой и менять свою жизнь к лучшему. Сейчас Ахмед Сароев магистр в области встроенных систем и информатики. Теперь у меня стажировка или практика в компании Tesla в Голландии, в Амстердаме, потому что это главный, ну, это штаб-квартира в Европе, Tesla находится в Голландии. И стажировка — это часть, скажем, высшего образования часто в Европе, включая в моем случае. И после этой стажировки я, в принципе, можно сказать, что я уже получил диплом, закончил магистру, но после этой стажировки как бы со школы все, и получается, я буду работать. Сейчас же Ахмед Сароев стажируется в амстердамском филиале Тесла, а также имеет опыт работы в Европейском космическом агентстве. Так получилось, что я нашел практику в этой компании. Это моя была самая первая практика. Компания в Люксембурге, которая предлагает разные сервисы, связанные с спутниками. Они, значит, платят какой-то компании, чтобы они сделали этот спутник, платят другой компании, как SpaceX от Илона Маска, чтобы они запустили спутник, и они делают все остальное. Они э, продают эти сервисы клиентам и так далее. Парень признается, попасть в крупную американскую компанию на практику он мечтал давно и до сих пор не может поверить, что ему это удалось. Однако добиться желаемого прежде всего Ахмеду помогло его упорство и настойчивость. Самое, значит, полезное для меня это был LinkedIn. Этот сайт, это социальная сеть, где, знаешь, Мгм. профессиональная, скажем, социальная сеть. Там не только можно найти, какая компания кого ищет, как бы такие анонсы, типа мы ищем инженера, мы ищем стажера, ну, а также можно найти людей, которые работают в этих компаниях, и можно им написать. Так что я делал, это я находил людей, которые работали в Tesla, и просто писал им и говорил, меня Tesla очень интересует, я ищу практику, могу ли я с вами поговорить, или ищете ли вы стажера в вашей команде и так далее. И на удивление, многие мне ответили, сказали, да, можно поговорить. Ам, и вот так у меня было 4, по-моему, у меня было 4 собеседования до того, как меня наконец-таки взяли на 5 раз. За возможность практиковаться он еще и получает деньги, правда, зарплата не такая, как у штатных работников. Ингушский инженер-разработчик говорит, все началось с любви к точным наукам. Мне очень нравилась математика, и у меня получалось как бы в школе, все, что научные предметы мне нравились, и у меня получалось. И, как правило, после этого, значит, логичный путь — это что-то вроде ученый или что-то вроде инженер. И инженер мне это звучало как бы очень интересно, я думаю, ну, я не знал точно, в каком направлении, поэтому это было хорошо, что после школы, вот эти 2 года, где я готовился к конкурсу, там ты во Франции изучаешь только математику и физику, каждый день, весь день, очень интенсивно. Парень не планирует сбавлять обороты и своим личным примером показывает всем остальным, что при желании и усердии можно добиться любого результата, независимо от того, где человек находится. Зелимхан Калоев, Новости 24.